Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что изменит вашу жизнь в лучшую сторону? Если вам тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, что изменит мою жизнь в лучшую сторону. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками. Услышать и узнать. Так, мои хорошие, что изменит? Но здесь, знаете, как 50 на 50 вышло. С одной стороны, высшие силы вам помогут, а с другой стороны, вы будете помогать себе сами. В первую очередь, что изменит вашу жизнь к лучшему? Это ваше желание. Ваше желание жить хорошо. Ваше желание жить достойно. Справиться, избавиться от всего того, что вас не пускает, мешает и блокирует. Как этого добиться? Новыми знаниями. Новыми знаниями, силами и возможностями. Вам, мои хорошие, нужно учиться. Вам нужно развиваться, больше читать, больше интересоваться тем, что вам нравится, либо тем, чем вы хотели бы заниматься. Ну, например, вам нравится там, маникюр, педикюр, да, и вы неплохо рисуете, либо вы себя видите в роли, например, специалиста. Но чтобы специалистом стать, нужно учиться, нужно практиковаться, нужно этим заниматься. Вот, вы начинаете учиться, у вас это идет как хобби, а дальше вы, возможно, уже будете и основным заработком иметь именно эту работу. Либо, например, вы хотели бы построить карьеру, да, получить какую-то высокую должность, работать среди людей. А для этого нужны какие-то дополнительные знания, будь то психология, будь то иностранные языки. Вам нужно учиться, вам нужно себя развивать обязательно, посещать какие-то учебные учреждения, либо курсы какие-то себе найти вот по душе. Вам нужно постоянно и непрерывно учиться, развиваться, вот свои желания не блокировать, а наоборот их прокачивать. Это вот именно то, что вы должны сделать для себя. Также для себя вы должны разрешить себе быть более свободным человеком. Не загоняйте в себя в рамки. У вас очень много рамок. Вот смотрите, в принципе, человечек-то замечательный, но человечек, который вот в тисках сидит, и причем нету какой-то блокирующей силы, которую бы вы не могли преодолеть. Это ваше желание, либо какое-то такое состояние, да, недоверия к себе, неуверенности в себе, в своих собственных силах, в своих собственных способностях и возможностях. Это очень плохо. Вот поверьте, как сам себя человек может заблокировать, так вас ни одна вражина не заблокирует. Понимаете, о чем я говорю? То есть, когда вы себе внутри запрещаете, говорите, нет, ты не можешь, у тебя никогда не получится. Вот все считайте, что это все. Если кто-то пытается вас блокировать, все равно рано или поздно эта ситуация, она всплывет, все станет понятно, ясно, да, влияние человека там можно убрать, запретить и прочее, прочее, вы свободны, вы дальше двигаетесь. А вот когда сами себя закрыли, ну там уже, понимаете, как непросто будет себя вскрыть, непросто будет заново там себя возобновить, в себя поверить, ну и себе, как говорится, позволить. Так что, мои хорошие, есть желание, есть стремление, делайте. Понятно, что все сразу не получится, да и нет таких людей там вот абсолютно гениальных, которые там от рождения там
сразу все могут сделать. Да? Люди все равно учатся, люди желают, люди стремятся, и люди получают. Это то, что касается вас. Что же будут давать вам высшие силы? Как высшие силы будут вам помогать? Что будут посылать? Во-первых, будут посылать вам людей. У вас какое-то равнопропорциональное соотношение хороших людей и не очень хороших людей. Хорошие люди будут вам помогать. Хорошие люди будут вас поддерживать, в вас верить, давать вам дельные советы, оказывать вам помощь, тащить, да, тащить вверх, там, если надо, там, сзади подталкивать, по-всякому будет происходить. Что же касается плохих людей, как ни странно, они тоже будут вам помогать. Когда люди будут вам ставить палки в колеса, когда будут устраивать выпады в вашу сторону, когда будут вам противостоять, когда будут, наоборот, пытаться вас там очернить, какие-то тени на вас бросать. Этим они будут вас стимулировать. Вы человек не конфликтный, но если вас раздразнить, вот там мало никому не покажется. Вот, мои хорошие, вот они будут вас дразнить. Дразнить, бросать вам всякие вызовы, вы будете принимать эти челленджи, и вы будете им доказывать. И это тоже будет своеобразная помощь, когда как на слабо вас будут брать, да, а вы будете говорить: да нет, не, я не пальцем деланный, сейчас тебе покажу. И вы будете делать. И страх будет куда-то уходить, и неуверенность в себе будет уходить, и вы будете делать вопреки. Вопреки, чтобы доказать. Я даже не знаю, кто вам больше поможет. Хорошие люди, либо плохие. И те, и другие в равной степени будут вас и поддерживать, и стимулировать, и продвигать. Да, только одни с плюсом, а другие с минусом. Что еще? Критическая ситуация. Критическая ситуация, которая произойдет, либо происходит с вами, да, может быть, уже произошла. Здесь рисуночек в центре, я не могу четко сказать вот по времени, где это. Я вижу, что это основной и главный триггер. Но свершилось, свершается, либо свершится, я не могу сказать. Но ситуация такая острая летит сверху на вас. Это не по вашей вине. И это не по вине кого-то конкретного. Это такое жизненное обстоятельство. Ну, считайте, что кармический урок. Происходит нечто, на что вы повлиять не способны. Вот в принципе, ни физически, ни каким-то другим образом. Эта ситуация идет как данность. Вот вас помещают в такие обстоятельства, да, в такое вот пространство вас помещают. И у вас нет выбора. Вернее, он у вас есть. И выбора всего лишь два. Да? Либо я погибну, либо я выживу. Я вижу, что вы будете выбирать жизнь. Я вижу, что вы будете бороться за себя всеми возможными, невозможными средствами и способами, и вы победите. Вы обязательно победите. Вас нельзя сломать. Вас нельзя там как-то там погнуть. Нет. Вы стоите ровно. Вы готовы встретиться с тем, что идет на вас. Да, вы переживаете, кто-то может бояться, кто-то может действительно, знаете, как там в депрессию впасть, там попервой. А потом вот это желание жить, оно возьмет верх. И это будет вот пик вашей трансформации, самой-самой важной трансформации, которая в вашей жизни происходила. Вот не до момента, не после этого момента. Больше таких вот, скажем так, жестких условий у вас не будет. Но вот эта трансформация этим моментом будет закончена. Вы выходите на новый уровень. Уровень нового сверхчеловека, сильного, смелого. Вы станете тем, кем вы рождены. Я не вижу здесь на этой отсылке, чтобы зашли люди там слабенькие, недоразвитые. Нет. Здесь все люди как один. Сильные, мощные, активные. За такими людьми будущее, за вами будущее, за вашими потомками будущее. Сильные люди рождают сильных людей. Вот воспитывают сильных людей. Вы должны это понимать. Да, у кого-то сила приходит позже, у кого-то она приходит раньше. На это мы не можем повлиять. У каждого есть своя временная программа, которую мы выполняем. Поэтому, мои хорошие, то, что происходит, либо будет происходить, либо уже произошло, это данность. Это должно было произойти. Поэтому вы справитесь. Вы справитесь. И тут главную роль сыграет даже не
боевой дух, да, который у вас, несомненно, есть. А обида, вы скажете, ну почему? А почему это я должна так плохо жить? Либо почему я так должен жить? Почему? Я не хочу. Я не хочу, и я не буду. И это будет решающий момент, который даст вам и силу, и уверенность, и возможность. Так что, мои хорошие, вперед из песней. Все получится, все будет замечательно. По итогу, вот именно венец вашего перевоплощения. Что же лучшее произойдет? А вот вы в зените находитесь. Понимаете, вас окружают и материальное, и человеческое. То есть вы в благостном состоянии, вы любимы, вы любите, у вас есть то, что вы любите, то, что считаете своим, это только лишь ваше. Вы счастливы тому, кто вы есть, и тому, чего вы добились в этой жизни. Вот он, ваш венец. Это то лучшее, к чему вы придете. А вы обязательно к нему придете. На то воля ангелов, на то воля высших сил. Ну, такая вот интересная у вас судьба. Мои хорошие, непростые вы люди, непростые. Я очень рада, что очень много сильных, смелых и стабильных людей. Плюс вы еще на моей отсыпке. Я уже много раз говорила, все мои видео я заряжаю перед тем, как записывать, провожу специальные обряды. Я посылаю вам мою хорошую позитивную энергетику, которая помогает вам восстанавливаться, которая помогает вам обретать силу, раскрывать все свои способности, все свои таланты, раскрывать свой потенциал. Вот. Я отношусь к этим людям с правой стороны. Я вам помогаю. Вот. Поэтому, мои хорошие, знайте, вы на правильном пути. У вас действительно замечательная программа на ваше будущее. И ваше будущее у вас не за горами. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.